Когда были инвесторы и планировали у нас построить канализацию для всего города. Сергей, наверное, тоже помнит этот момент. Конечно, да. Что произошло в этот момент? Почему эти инвесторы не построили? Потому что людей подняли, собрали в Доме культуры. Я еще тогда был Кто? первый раз советником. Кто? Тогда были региональные власти. Тогда был Михаил Макарович Фурмузал. И были депутаты парламента. То есть очень много кто собрался тогда, и жители в первую очередь. Почему? Даже Кто были эти инвесторы? Они были румыны, турки, румынская компания. Да. Только по этой причине, что к нам скорее всего, наверное, у нас легче. Да, наверное. Это уже как бы мы проехали это уже все. И нам те люди, которые поднимали... сегодня имели бы канализацию. Естественно, я тогда был советником, и я голосовал все время за то, что компания пришла и взяла и построила к нам. Я не голосовал, потому что нас сначала примар Дудогу собрал. Мы голосовали, компания нам презентовала все, мы все голосовали. Чуть позже его пригласили в Дом культуры на сход граждан. Тогда были наши активисты, гагаузские непатриоты. И они сказали, ни в коем случае, нам эти отчины не нужны, мы сами построим. Вот до сих пор строят. И нас опять собрали в муниципальный совет, и я голосовал второй раз, чтобы они строили. Большинство советников не голосовало. Ждали. Я добавлю, в тот период была еще одна возможность сделать очистные. Тогда уже исполком под руководством господина Фурмузала, тогда Виталий Иванович Кирчук плотно этим вопросом. Я не помню, какой международный банк, но готов был тогда, по-моему, около 10 миллионов евро выделить. 28 миллионов. Помню, что какой-то, по-моему, около 10. Но сам факт, что уже в тот момент комрадские власти не захотели, потому что, опять же, конфликт был с исполкомом. В общем, политика выше, чем очистные. Чем люди, правильно сказал Сергей. А в итоге виноват примар. Примар всегда виноват, что не знаете. Вы когда идете на должность примара, вы уже должны знать. Я готов быть виноватым, главное, чтобы строить очистные. Положит примара, вам придет спонсор электронных какой-то, предложит деньги, и вы откажетесь, потому что вам не понравится, как он выглядит, или кто вам подошел. Тогда я буду виноват, но я не отказываюсь. Все, кто к нам приходит из проекта из Европейского Союза, если к нам приезжает президент Комрад, я ее встречаю, хотя никто не хочет встречать. Я встречаю Владимира Болю, который приехал к нам тоже с очистными, если вы помните, и, к сожалению, средства массовой информации не показали в негативном плане тех, кто с рупором выгонял Владимира Болю, так же, как и выгоняли 10 лет назад тех, кто приехал строить очистные. Но недавно это было, это буквально в этом году было. Но мы не видели врага гагаузского народа, который в руках с рупором выгнал человека, который к нам пришел строить очистные сооружения. Опять политика? Да, опять политика, отсутствие действий средств массовой информации. Его нужно было выставить в качестве вредителя общества. Вот и все. Нельзя так... Средствами массовой информации нужно работать, господин примар. Нужно работать, согласен, а не те, которые... Такие моменты нужно ловить.